Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Наша республика участвует в реализации программы развития управленческих кадров «Муравьев-Амурский-2030» с момента ее презентации на Восточном экономическом форуме 2021. Это годовая модульная образовательная программа. Почему Якутск выбран местом проведения выпускного модуля 4-го потока программы, мы сегодня поговорим. Наши гости в студии: Ксения Кишкарева, руководитель программы подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский-2030». Ксения Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте начнем с вопроса, почему именно Якутск все-таки выбран местом проведения такого вот выпускного модуля. Ну, у нас сейчас проходит выпускной модуль уже 4-го потока. Ежегодно мы меняем локации наших модулей. И в этот раз Якутск выбран на самом деле не случайно. В 2024 году президент нашей страны Владимир Владимирович Путин порекомендовал расширить нашу программу на Арктику. И в течение всего 4-го потока это поручение было реализовано, программа расширена на Арктику. Если ранее мы работали исключительно с регионами Дальнего Востока, 11 регионов, то сейчас к нашей программе присоединяются все 19 регионов Дальнего Востока и Арктики. Якутия как регион совмещающий и дальневосточный вектор, и арктический вектор, потому как Республика Саха-Якутия входит в Дальневосточный федеральный округ и имеет территорию арктической зоны. Ну и поэтому, собственно, имеет такую большую роль. Да? Вот сколько выпускников программы сейчас работают именно в Якутии? Вот можете немного примеров привести? На самом деле Якутия очень активно участвует в нашей программе, в каждом потоке. Есть те, с кем мы плотно работаем из наших курсантов и выпускников. По итогам первого потока у нас завершили обучение сразу 2 курсанта из республики: Николай Бочков, председатель Госкомцен, и Фаина. Ну и также на каждом потоке у нас принимают участие представители региона. На сегодня в 4-м потоке у нас обучается сразу 5 прекрасных, сильных, нацеленных девушек, в том числе представляющих арктические территории республики. А вот, Ксения Викторовна, как оценивается вообще эффективность программы спустя несколько лет работы? Вот какие ключевые показатели, может быть? Ну, конечно, ключевые показатели — это в первую очередь та работа наших выпускников, которые они осуществляют на территории регионов Дальнего Востока и Арктики. Вот сегодня, буквально в прошлом вопросе, я вспоминала одного из выпускников 1-го потока. Также у нас на территории республики трудится выпускница 2-го потока Мария Карпова. Она занимает позицию заместителя министра туризма. Ну и, конечно же, у нас продолжают свою работу выпускники и 3-го потока в корпорации развития Республика Саха-Якутия. Поэтому для нас ключевой показатель — это эффективность работы каждого нашего выпускника в своем направлении и те результаты, которые они показывают. Наверное, самая главная задача, которую мы решаем и к которой стремимся, это формирование единого большого сообщества выпускников, которые будут трудиться на территории всех регионов и Дальнего Востока, и Арктики, и будут иметь возможность обмена опытом, обмена знаниями, возможностью быть включенными в решение одних задач, потому как, конечно, стратегически и перед Дальним Востоком, и перед Арктикой стоит очень много амбициозных, интересных и сложных задач. Ксения Викторовна, вот какие качества и, может быть, компетенции для участников в первую очередь важны в конкурсе? Может, критерии какие-то есть? Конечно, есть. И мы уделяем этому очень большое внимание. Вот, например, заявительная кампания на 5-й поток совсем недавно завершилась. Она стала для нас одной из самых значительных. У нас больше 10 тысяч заявок подано. И далее каждого кандидата ожидают несколько этапов отбора. Первый — это дистанционный конкурсный этап отбора, где мы предлагаем нашим кандидатам применить свои знания в решении тестов. И, конечно же, эти тесты нацелены на выявление управленческих компетенций, они нацелены на понимание специфики государственной службы, на понимание нами уровня управления, который готовы занимать наши кандидаты. По итогам дистанционного этапа мы выстраиваем рейтинг, и лучших будем приглашать на очный конкурсный этап отбора, который в этом году у нас пройдет в Приморском крае, во Владивостоке. И из тех, кто
подал заявки, мы пригласим 250 человек, они встретятся в ДВФУ и уже поработают в решении кейсов, которые мы предложим. Кейсы будут отражать некоторые сложные ситуации, которые возникали на Дальнем Востоке. Конкурсантам придется применить все свои управленческие навыки, понять, как можно действовать в таких сложных ситуациях. И уже по завершении очного этапа мы определим тех 65 человек, которые будут зачислены. Если говорить про ключевые навыки или компетенции, на которые мы обращаем внимание, то, конечно, здесь у нас разработана большая методология, в которой мы работаем и относительно которой выбираем кандидатов. Здесь мы говорим про те роли, которые так или иначе в своей профессиональной деятельности государственный служащий должен входить, выполнять, дабы быть максимально эффективным в своей позиции. Вот вы сказали, 250 человек. Это ограниченная квота из региона или в целом по Дальнему Востоку? Мы работаем в первую очередь относительно рейтинга. У нас 10 тысяч заявок подано со всей страны, все 89 регионов были вовлечены. И квотирование для каждого из регионов у нас отсутствует. В первую очередь мы обращаем внимание на рейтинг лучших, тех, кто показывает ключевые результаты. Также у нас есть возможность привлекать кандидатов, которые будут представлять регионы. Как правило, это не больше одного от региона, но тем не менее общее количество человек, которые мы принимаем ежегодно в программу, до 65. А вот расскажите подробнее о системе наставничества, да, немножечко, да, кто входит в совет наставников? Вот, как они... Совет наставников на самом деле один из наших ключевых органов управления программой, потому как в первую очередь наша программа нацелена на передачу опыта, который уже имеют наши коллеги, руководители регионов и руководители Минвостокразвития. Председателем Совета наставников является министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Олегович Чекунков. Ну и, конечно же, к работе наставления наших курсантов присоединяются и его заместители, и руководители регионов Дальнего Востока и Арктики. В первую очередь наши коллеги работают с курсантами по направлению тех проектных тем, которые у нас ежегодно внедряются в программу. Проектные темы — это те кейсы, проблемы, с которыми к нам обращаются регионы для того, чтобы была возможность выработки решений, которые повлияют на решение этих сложных ситуаций, которые встречаются в регионах. Как правило, это достаточно объемные, серьезные темы. Мы говорим про выработку механизмов работы и сценариев применения беспилотных авиационных систем. Мы говорим про льготное лекарственное обеспечение. Мы разрабатываем проекты в сфере туризма, образования, говорим про продвижение брендов регионов. Поэтому, несмотря на то, что программа образовательная, она в первую очередь ориентирована на то, чтобы иметь возможность помогать еще в период реализации образовательной части программы регионам. Ну и, конечно же, по окончании программы одной из ключевых задач является трудоустройство наших выпускников на территории Дальнего Востока и Арктики. Именно поэтому в рамках работы с наставниками над проектами есть возможность понимать, насколько тот или иной курсант сможет быть частью команды того или иного региона. И уже по окончании программы наши наставники приглашают выпускников к себе в регионы трудиться. Ну, это очень актуально, потому что проблемы, мне кажется, у всех около все равно похожи друг на друга, и это, я думаю, будет очень даже полезно. А вот что по поводу стажировки, да, на 3 уровнях, муниципальном, региональном, федеральном, как вот вообще вы обеспечиваете максимальную такую практическую пользу для них? Как раз для того, чтобы наши курсанты в наибольшей степени понимали специфику Дальнего Востока и Арктики, у нас внедрено 3 уровня стажировок, вы правильно говорите, это муниципальная, для того, чтобы ребята имели возможность познакомиться с
управленческими командами на земле, погрузиться в их работу, понять, как работает администрация на муниципальном уровне. Далее мы продолжаем работу в рамках федеральных стажировок уже в федеральных министерствах для того, чтобы понимать, какие стратегические решения принимаются, в каком направлении движется та или иная отрасль и на какие аспекты важно обращать внимание уже при работе в регионах. Ну и, конечно же, в регионах наши региональные стажировки посвящены в первую очередь задаче трудоустройства. На этих мероприятиях у нас курсанты тесно работают с руководителями, министрами, заместителями министров той или иной отрасли, куда они планируют заступать на службу, и уже определяются с тем, в какой регион они будут готовы переехать для того, чтобы трудиться. По итогам программы, вот если говорить о 3 потоках, которые у нас уже были проведены, 149 выпускников и 100 человек служат на территории Дальнего Востока. Как я говорила, в связи с расширением программы на Арктику, 4-й поток будет иметь возможность трудоустраиваться и в регионы арктической зоны Российской Федерации. Сейчас у нас в выпуске 58 человек, и я надеюсь, что уже в ближайшее время наши выпускники займут свои позиции. Тем более, что позиции на самом деле очень разные. У нас есть среди выпускников и министры, и заместители министров, и руководители институтов развития. Ну и, конечно же, есть муниципальные служащие, которые вовлечены в решение задач небольших населенных пунктов. Ну, хороший шанс, я так думаю, для них. Давайте немножко отойдем и поговорим, что лично для вас вдохновляет в работе с курсантами. Да, вот программы. Можете, может быть, вспомнить какой-то яркий пример за время руководства, да, проекта? Ну, конечно, самое вдохновляющее в нашей программе, я думаю, что не только для меня, но и для наших ребят, это сообщество. Это действительно очень ценная возможность иметь в каждом регионе, куда бы ты ни приехал, на Дальнем Востоке или в Арктике, товарищество, сообщество, с которым точно можно посоветоваться, которое точно поможет, поддержит, подскажет профессионально, по-человечески. И, конечно, иметь возможность быть частью такого сообщества для меня самое важное. И если говорить про запоминающиеся моменты, мы совсем недавно, буквально дважды, проводили слет выпускников, и это, конечно, очень заряжающее мероприятие, когда съезжаются выпускники всех потоков в один из регионов Дальнего Востока и презентуют те результаты, которых они добились в рамках своей профессиональной деятельности. А учитывая, что это очень разные отрасли, очень разные направления из разных позиций, конечно, формируется такое очень яркое впечатление, ощущение и даже гордость за то, что есть возможность быть частью команды, которая влияет на развитие Дальнего Востока и Арктики. Ну и, может быть, что бы вы сказали молодым людям уже Якутии, да, которые думают об участии в программе, но вот пока сомневаются? У нас на 5-й поток из 10 тысяч заявок от Республики Саха-Якутия подано 180 заявок. Коллеги уже преодолели первые испытания. Впереди, как я говорила, есть еще очные этапы. И, конечно, в первую очередь я хотела бы пожелать всем успехов, удачи. Но не только за этим стоит возможность быть частью программы. В первую очередь мы говорим о профессионализме, поэтому я будущим нашим курсантам хочу адресовать предложение максимально вкладываться содержательно, профессионально в те задачи, которые стоят как в рамках программы, так и в рамках их профессиональной деятельности. Спасибо, Ксения Викторовна, что сегодня к нам пришли в гости, рассказали подробную информацию. Действительно было интересно. Надеемся, что участники выиграют, победят и внесут свой, так сказать, вклад. Спасибо вам огромное. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.